Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания на песке для вас. Мои дорогие зрители, гости, подписчики, всех вас хочу поблагодарить за ваши лайки, хорошие добрые комментарии, за вашу поддержку моего канала. Земной вам поклон! Давайте сегодня сделаем отсыпочку на мужчину. А тема звучит так: что он от вас скрывает, что прячет? Если тема интересна, присоединяйтесь, загадайте, пожалуйста, на мужчину, представьте его, назовите по имени, загляните в его глаза, так и спросите: что же ты от меня скрываешь, что прячешь? Я думаю, все уже настроились, мужчин своих загадали. Убираю назар. Прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Так, какой честный мужчина к нам пришел. Много всего интересного рассказал. Девчоночки, отсыпочка у нас общая, поэтому берите на себя. Так, что же он от вас скрывает? Девочки, не хочу вас расстраивать, но буду говорить, как показано. Видите, женщина стоит. Вот, женщина стоит. Есть женщина, которую он скрывает. Возможно, для тех, кто только лишь общается, встречается, недавно познакомились, мужчина до сих пор в браке либо сожительствует с кем-то. Если вы в браке загадали на мужа, то есть либо бывшая, либо какая-то, вот знаете, приставала, прилипала, да, которую он от вас скрывает. Эта женщина, она не ищет его любви, понимаете, она скорее ищет его денег. Знает, как его, за какое место дернуть, чтобы денежку с него содрать. Этим она занимается. Она очень противная, она очень крикливая. Вы видите, она на руках держит кошку с длинным хвостом. И этот хвост прям в его жизнь вмешивается. Для него эта женщина, вот видите, тяжелым крестом идет на его жизни. Знаете, как спутался, а теперь не знает, что делать. Вот как от нее избавиться, как с ней порвать. Если мужчина женат, они не живут как муж с женой. Там скорее больше как обязательство. Обязательство, причем он от нее страдает. А она живет в свое удовольствие. Да? Ей нужны деньги, любовь ей тоже не нужна. Деньги, обеспеченность, поддержка, и, конечно же, положение и статус. Если мы говорим про жену. Если мы говорим про бывшую, найдет любой повод, любую причину, особенно если дети есть. Вот это дойная корова, он для нее. Периодически его там поддаивает, и живет, горе себе не знает. Даже если вы знаете про эту женщину, он все равно вам всего не рассказывает. Он не рассказывает, как ему с ней тяжело. Он не рассказывает, насколько она его там сильно за причинное место держит, крепко, вернее, держит. Умалчивает. У него есть мечта, чтобы эта женщина ушла из его жизни. Вот просто пропала и никогда не появлялась. Но он при этом ничего не делает для этого. Либо боится что-то делать. Я уже сказала, да, женщина непростая и очень скандальная. Может быть, она что-то за него знает и шантажирует его этим, да, там говорит: только попробуй, от меня откажись. Я тут всем расскажу, и в первую очередь твоей возлюбленной тоже расскажу про тебя, какой ты там нехороший человек. Для него это очень большая проблема, головная боль. Вот он постоянно с этой мыслью: вот как мне избавиться от этой занозы, как мне освободиться от этих пут. Думает, пока решений нет у него. Нет. Так, что еще скрывает? Какие-то финансовые проблемы он от вас скрывает. Может быть, он вам рассказывал, что он очень много зарабатывает, что у него там все схвачено, все под контролем, но на самом деле это не так. Сейчас не самые лучшие времена в его жизни.
как-то немножечко так земля под ногами шатается, ходуном ходит, ему бы, как, знаете, удержаться, он там пальчиками ног уже пытается удержаться, но сложно. Если он вас балует какими-то подарками, там, дорогими ресторанами, шикарными цветами, девочки на последние покупают, а у кого-то даже отыграется, что он кредиты берет, да, либо в долгах находится для того, чтобы вас красиво выгуливать. Такой вот он у вас. Не то чтобы он транжира, девочки, нет, он не транжира, он просто вас любит и хотел бы, ну, произвести впечатление соответственное. Если вы в паре, в браке с этим человеком, то 100% есть финансовые проблемы, и вот молчит, не признается. Если бы он вам рассказал, вы бы все порешали. А если вы даже что-то знаете, поверьте, но это всего лишь 10% от того, что вы знаете. Там все намного серьезнее. Но за это переживать не стоит, девочки, он выкрутится. Он выкрутится. Тут смотрите, как... скорее всего, как не попал в неприятность, на кого-то понадеялся, либо кто-то его обманул. Но ничего, он выкрутится, он все вернет, он восстановится. У этого мужчины, кстати, хорошее будущее. Вот по финансам, по деньгам хорошее будущее. Он еще на ножки встанет, разбогатеет. За это переживать не стоит. Так, у кого-то отыграется, что родители мужчины против вас. Очень скептично ваш адрес настроены. Ну, не то чтобы недолюбливают, скорее совсем не любят вас. Возможно, желали ему другую партию, возможно, у них там на примете другая девочка была, а тут вы появились, разбили сердце ихнему мальчику. Вот, не нравитесь, вы не нравитесь, и они постоянно ему об этом говорят. Вот зачем ты ее выбрал, ой, она такая-сякая, ой, мы другую девочку хотим, вот посмотри, какая там хорошенькая, да, либо там дочка наших друзей, ну, там свои причины находятся. И постоянно ему поджуживают, не нравитесь вы им. А у кого-то отыграется, что друзьям вы не нравитесь, и друзья постоянно на вас там наговаривают, что вы какая-то не такая, что вы там не их круга, там, не их компании и прочее, прочее. Там скучное, неинтересное. А могут даже специально наговаривать, что вы гулящая. Но он, знаете, вполуха слушает. Он любит своих друзей, да, либо любит своих родителей. Он не хочет их обижать, при этом он понимает, что они ревнуют, да, либо специально на вас наговаривают. Но вот этот вопрос, кстати, он очень серьезный. Зря он от него отмахивается, здесь нужно решать. Решать и решать конкретно. Потому что такие вот вмешательства третьих лиц, они могут испортить даже самые сильные чувства, да, и самые стабильные отношения. Так, девочки, кто встречается? Смотрите, вышло в левой стороне кольцо. Мужчина боится брака, очень боится брака. С одной стороны, он хотел бы быть с вами в браке, а с другой стороны, боится ответственности. Да? Смогу, не смогу, получится, не получится. У этого мужчины очень высокая планка. Да, он считает, что мужчина должен вот прям все взять и обеспечить, да, в один момент. Любимой женщине к ногам положить вот прям весь мир, чтобы там квартира шикарная, там и загородный дом, там и автомобиль, там и бриллианты всякие, там, люксовая одежда и прочее, прочее. Вот, боится, что не потянет, он боится, что муж с него получится хреновенький. Вот так и думает, не получится с меня хорошего мужа, хотя очень, говорит, хочу, чтобы она была моя. Кстати, девочки, вот шикарную свадьбу хотел бы он, прям такую шикарную, может быть, предложение вам где-нибудь там в Париже на Эйфелевой башне сделать, ну какая-то романтика из него прет. Он у вас, ну, такой неразговорчивый, больше молчаливый выглядит. О своих мечтах редко говорит, рассказывает, но мечтает. Мечтает, в душе он романтик. Так, что еще скрывает? Скрывает, что он за вами следит, девчонки, следит. Следит, подслеживает. Но у кого-то прям ревнует очень сильно. Ревнует к вашему прошлому, либо ревнует к вашей работе, к вашему коллективу, там, друзьям, коллегам. Боится вас потерять. А у кого-то отыграется, что мужчина хотел бы знать вас лучше. Вот что вам нравится, что вам интересно. Хотел бы, знаете, как предугадывать ваши желания, ваше настроение. Да, подслеживать может. Даже, знаете, может через кого-то справки о вас наводить.
там, расспрашивать соседей, либо там, друзей общих расспрашивать, там, родственников ваших расспрашивать. Делает, занимается этим. У кого-то мужчина прям хакер настоящий, возможно, влазит в вашу почту, либо в телефон, что-то там выискивает, там, социальные сети периодически штудирует, с кем вы там общаетесь, о чем говорите, какие мужички там вам написывают. Да. Но это чувства его толкают. Так, кстати, по поводу чувств. У меня здесь есть пара, где мужчина совсем не говорит о своих чувствах. Наоборот, всегда вот как убегает от таких разговоров, отмалчивается, отнекивается и переводит постоянно стрелки. Очень страшно ему признаться, что он любит. Даже не вам, а больше как себе он не может признаться, что он любит. Вот полюбил. Это очень сильное чувство, оно его немножечко как дурачком делает. Да, он теряет над собой контроль. А он у вас очень прагматичный человек, он боится этих ощущений, когда я не контролирую ситуацию, я не контролирую себя, свои эмоции, свои мысли, свои слова, свои действия. Вот, и он себя блокирует. Боится сам себе признаться, что он вас любит. Ну, ничего, девочки, признается, никуда не денется. Так, что еще от вас скрывает? Скрывает, что вы его вдохновляете и восхищаете. При этом ну вот какое-то сплетение, да, что он чувствует себя немножко даже униженным. Он смотрит на вас как на более, ну, не знаю, умного, опытного, либо старшего человека. Вы обладаете какими-то незаурядными знаниями, либо очень сильной интуицией. Вы то ли предсказывать умеете, то ли, пользуясь, да, логикой, вы делаете очень классные, четкие умозаключения. Он иногда вас слушает, и ну, мурашки по нему идут. Думает, вот как она это делает? Ну как? Мы с ней вроде вместе сидели, вроде вместе там что-то изучали, узнавали. Как она так быстро дошла, да, вот, выдала такой результат. Я бы даже близко об этом не мог подумать. Вот, поэтому, девочки, чувствует себя немножко униженным, но, с другой стороны, восхищение, удивление все перекрывает. Да, завидует он, девочки. Вот кому-то мужчина завидует очень сильно. Знаете, чему завидует? Вы очень смелая, вы очень стойкая. И вас невозможно ни сломать, ни запугать, ни свернуть с вашего выбранного пути. Вот он этим не обладает. Он смотрит и думает, ну как так? Как так? Я же мужик. Она маленькая слабая девочка, а я мужик. Ну, я боюсь, а она идет и делает. Ну, что-то здесь явно не так, да, либо со мной, либо с ней. Кому-то, кстати, мужчина завидует, что вы работаете, что вы успешная, что вы добились хорошего результата, там, карьеру построили, либо бизнес раскрутили, из ничего просто раскрутили. Завидуют. Завидуют, с одной стороны, знаете, как желает вас, ну не то чтобы принизить, наоборот, да, вам как нос утереть, но не получается у него, не получается. Всегда ищет себе оправдание. Ну а какое оправдание? Она женщина, да, ей легче, ей все на уступки идут. А на самом деле это не так. Наоборот, женщинам гораздо сложнее в бизнесе. Если он вас критикует, поверьте, это все из-за зависти. Ну, зависть, да, можно и любимому человеку завидовать. Такое бывает. Такое противное чувство, которое невозможно из себя выбить. Если человек слабенький, а этот мужчина, он все-таки немножко слабенький, послабее, чем вы будете, то, конечно, идет по такому пути зависти. Но, девочки, я хочу вас успокоить, вы тут не пугайтесь, не надо бежать, там, разводиться с ним, да, либо расставаться. Это очень хорошо. Вот эта зависть, вот это восхищение, удивление и страхи, они все его стимулируют на то, чтобы он развивался, на то, чтобы он на одном месте не топтался, а шел вперед. Вот это желание вам доказать, да, утереть вам нос, вот смотри, я тоже могу, я могу гораздо лучше, оно из него сделает человека, вот прям мужика сделает, причем во всех смыслах слова, девочки. Так что все еще впереди. Так, мужчинка пришел неплохой, но с заморочками, честно, с заморочками, с комплексами. И
немножко ленивый все-таки, да, он вопросы не решает, а, как знаете, отодвигает. Я вас прошу обратить внимание на друзей, на родственников, которые против вас настроены. Здесь нужно явно что-то делать, с этим нужно бороться, причем как можно быстрее, на корню это все иссякать. И обратить внимание на женщину, которую он скрывает. Ревновать не надо, а вот именно финансы тратятся на эту женщину. Вот это плохо. Здесь нужно ставить блок, и, наверное, таки вам придется с этой женщиной разбираться, если он ее боится, если он не может, да, и блокировать вот эту трубу, по которой она отсасывает с него деньги. Потому что ничем хорошим не закончится. У этой женщины аппетиты, знаете, как могут расти. А времена-то сложные нынче. И смотрите, у него финансовые проблемы. Как бы он вообще у вас в минус не ушел. Тогда вместе придется голову ломать, что делать, как восстанавливаться. Девчоночки, обратите на это внимание. Нужно серьезно поговорить и нужно конкретно что-то делать. Я думаю, что все вы, девочки, умненькие, знаете своего мужчину, знаете ситуацию и поймете, как с этим всем справиться. На этом у меня все. Спасибо за внимание. Всем пока-пока.